сила России – единство народов, а сила тюрков – тоже единство наших этнических, так сказать, тюрков. Поэтому, если мы будем вместе, наши и проблемы решить легче, и двигаться легче, и так далее. Сегодня очень уважаемые наши друзья здесь присутствуют. Жалко, что нету нашего председателя, руководителя по партийной линии, а по общественной линии у нас старший брат здесь. Да, значит, я приветствую наших гостей, Камильджан Маллима. Я надеюсь, что мы поддержим все его, и он через ЛДПР будет депутатом. Да. По поводу договора я скажу, чтобы вот мы с ним вместе под его руководством, с моей помощью, мы это 97-летие договора мы отметили в малом зале Госдумы. А потом мы провели 98 лет МИГИМО с участием ректора, представителей Турции и так далее. Да. Значит, очень хорошо сказали об этом соглашении, о договоре между Россией, вернее, это не Россия, это Российская Федерация, не Советский Союз, это же в 21 году было. На мой взгляд, как дипломата, мне кажется, это очень опасно подвергать к ревизию то, что было, то, что подписали. Вы совершенно правы, там есть очень сложные моменты. Но я считаю, что это было важно, это было жизненно необходимо в первую очередь для Российской Федерации, хотя Турция тоже было незаконное государство, никто не признавал. Кемал Ататюрк не имел права подписывать такой договор. И Россия не имела права без Азербайджана, Грузии и других. Это раз. Второй сложный, очень интересный момент, который может нам аукнуться когда-то. В договоре там, по-моему, 6 или 8 пункт, там написано, что Россия, договаривающаяся стороны, будет защищать, своими словами говоря, права и народов, тех народов, которые проживают там, в этом государстве. То есть Россия будет поддерживать мусульман, их права, а Турция будет поддерживать права русских, защищать права русских, которые там, ну ни слова, но это не распространялось на другие народы тюркского происхождения. Значит, поэтому Турция и отказалась помогать Центральной Азии. Я председатель международной общественной организации Месхетинских туров. Мы в Российской Федерации перед 2010 года 110 тысяч человек жили в Российской Федерации. Это мы еще 1818 года считаемся подданным Российской империи. Потом нас депортировали, это другая ситуация. Турция на тот момент, она вот до того слабая, после этих там революций, после того, как там Алтата там пришла, уже пол Турции не было. У нее таких есть сил, возможности было там кого-то остановить или пускать, не пускать, никто у него ничего не спрашивал. После Первой мировой войны, после этих там, то, что забрали Турцию, потом Ататюрк. Ататюрка как не признавали? Признавали государство. Анкарское правительство, султанатское правительство, она уже была, вообще ее не было, считалось. Это очень сложный вопрос, и упрекать Турцию в тот период, что она в Средней Азии не помогала. В Средней Азии она всю Первую мировую войну, вся разведка Турции работала в Центральной Азии, пытаясь вырвать Центральную Азию из Российской империи, сделать из них отдельные государства. И Турция работала. И вот попав в такую ситуацию 18-20 года, когда Греция оккупировала несколько, Измир оккупировала Эскишехир, Турция в этом состоянии находит себе союзника в лице Советской России, находит Ататюрк своей мудростью, находит себе союзника Ленина. Это договор о дружбе и, внимание, братстве. Это не просто так было сказано. И он действительно открыл новую страницу в отношениях России и Турции. Турция потом ответила Советской России тем, что Турецкая республика стала первым государством, признавшее Союз Советских Социалистических Республик. Тогда очень многое было закреплено. Мы сейчас все историю так лекционно уходили. Давайте говорить, как сказал Гая Раби, о дне сегодняшнем. Если у нас между Россией и Турцией возникают какой-то негатив в отношениях, я считаю, что это наша недоработка, тюрков России, сидящих здесь. Мы спим.
Мы спим. Мы не должны забывать, что Турцию строили наши представители наших народов. У Мустафа Кемаля Ататюрка духовным наставником был Юсуф Акчура. Это представитель татарского рода. Аднан Мендерец был внуком крымского татарина. Сейчас в Генштабе, Минобороны представители турецкой нации, которые малую родину имеют то же, что и здесь сидящие между собой. Если мы любим свою малую родину и граждане этой страны, России, и мы встанем на ее защиту, как всегда вставали, первые вставали, первее всех вставали и шли, да? Также и они, граждане своей страны, но малая родина у нас одна. И я уверен, что политика Российской Федерации не должна противоречить национальным интересам Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана. Турция не должна вступать ни в какие антироссийские блоки, ни в какие союзы. И сейчас вот уважаемый Камильджон сказал, что было очень такого нелестного сказано в отношении Турции. Я не адвокат и не защитник Турции, но давайте вспомним, если уж говорить об истории. Между Турцией и Россией все было прекрасно в 21 году, со всеми минусами. В 21 году, в этот день, 16 марта, был подписан этот договор. Ровно через 7 месяцев вся ленинская национальная политика была настроена так, что наши тюркоязычные народы получили свои национально-территориальные автономии, а кто-то и республики в этой стране, создавшейся в Советском Союзе. 18 октября этого же года, 21, ровно через 7 месяцев, Крымская ССР стала национальной территориальной республикой крымских татар. И возглавлял ее Вели Ибрагимов, крымский татарин. Сейчас, что потом происходит? Россия отказывается от притязаний многовековых на проливы. В 1937 году Сталин, выступая на 1 мая, говорит, что мы вернем проливы. Он говорит это в своей речи. В ночь, в полночь Мустафе Кемалю Ататюрку приносят донос, что Сталин сегодня это сказал. Вот с приходом к власти этого тирана и все начинает портиться между нашими странами и наших народов.